О развитии сельского хозяйства сегодня в России говорят на уровне правительства. В центральных регионах крестьяне впервые за много лет почувствовали свою значимость и строят большие планы. В Ленском районе, несмотря на его промышленную направленность, сельское хозяйство входит в одну из важных составляющих инфраструктуры. О том, как сегодня работают крестьяне и что они могут предложить горожанам, расскажет Елена Парыгина. Санкции на ввоз зарубежного мяса и овощей введены. А что есть в Ленском районе, если ножки Буша ушли в прошлое? Пока ситуация остается неизменной. Те же суммы субсидирования на молоко, что и 3 года назад. И только на дойную корову поддерживают крестьян дотациями на сдаваемое молоко. Субсидии идут непосредственно на поголовье КРС. Это уже по 10 тысяч всем категориям жителей, которые держат поголовье. Это частный сектор, индивидуальный, получает по 10 тысяч. У нас субсидии вот эти, мы с администрации получим 10 рублей, вот по этому 30, а так 20 рублей должно быть. Цены вокруг выросли уже в разы, и любая поддержка дорогого стоит, как и домашнее молоко. На него цена доходит до 100 рублей за литр. Сено в прошлом сезоне заготовили с лихвой. В Хамре и Нюе еще порядка 70 тонн имеется на продажу. Вовремя заказанные комбикорма также доставлены. Качество очень плохое. Вроде бывает каким-то партиям хорошие, заказывает, потом основная партия приходит, кушает в таком же, не у нас только в районе, есть, оказывается, в республике. Недобросовестные производители хитрят и не докладывают в комбикорм ценный ингредиент. В итоге животные начинают слабеть, терять приплод. В тяжелых случаях хозяйства терпят падеж. Поэтому фермеру экономить не стоит, надо отправлять образцы на анализ в лабораторию в Якутск. Несколько лет ведется разговор о строительстве овощехранилища, крестьянского рынка и в целом о развитии агропромышленного комплекса. Есть намерение вот этого открыть отдельное предложение Харунова было Сан Саныча, чтобы открыть крестьянский рынок. Но они должны были найти место, где может, не такое большое, но именно соответствующие центры, чтобы покупатели были и в соответствии с санитарным требованием. Зима позади. У фермеров начинается горячая пора, когда день год кормит.